Салем Дастар, привет, друзья! Меня зовут Туяра, я из Якутии и живу сейчас вместе с семьей в городе Алматы. Дорогие друзья, сегодня будет особенный выпуск. В этом видео я расскажу о нашем традиционном древнем празднике, национальном празднике Ыгых. Ыгых– это якутский Новый год, проще говоря, и его отмечают 21 июня. Так как мы живем в Казахстане, да и очень много моих земляков по всему миру живет в самых разных уголках мира, каждый выбирает свое время. В основном это празднование начинается уже в мае месяце. Самое большое количество саха, якутян, живущих за пределы нашей республики Саха, живут именно в Казахстане. Примерно насчитывается, что в Казахстане, именно в Алматы, живет около 1000 человек. Как я ранее говорила, то что в Казахстане очень большое количество наших земляков, и мы уже третий раз в Алматы отмечаем таким масштабом наш праздник Ыгых. Первый год он проходил на Аль-Фараби, я не помню, как называлось это место, уже закрылось, но мы там собрались и первый раз отметили. И в Первомайских прудах уже второй год проходит, и второй раз Ыгых отмечали в формате музыкального фестиваля. В прошлом году я, к сожалению, не посетила Ыгых, так как жила в Астане, но мероприятие прошло очень масштабно, очень много якутских певцов, исполнителей приехали и украсили этот чудесный праздник. А в этом году все было иначе. Быйыл үстен бу Алматы ыгын маны кулахан форматтах үтенеребит, үтесел жол. Ну, мин тускем самый сауны аттын бардым, олата аны үсүн дәрия сүрегә тәҗәвен. Ураты деген холобра то бастыкы булгана бастыкы холоны булгана дип. Бу кайдак булара ваханны күчөдүк әдемет булар эте булгана. Буларын кистен үтәр битегер просто атамытын үдәтән кастыппет. Вахан торы тохтяхлы музыкальный фестиваль курдук. Аскыта быйыл булганы биге командабыз тачан арыдаганы то күчкеме эттен эне кырпыт ачан быйыл именно деревнери да Ууска деревняга болар ыгык курдук биги эйгетин терияри санампыт оно то кардыкпана хин хатанар курдук хатанар эрер курдук что бастыдан туран ыгык кен көрнөр браханьга болбота кулдагы именно үгөсүттен күчкө билек канада да сиери тулму ыгык камытын Kanlık bu sürün tügenli balların, oğra bu ahıvıtın haydaktır yakka söbün de, ahıvı kamıta haydak bulақтağın, algı seyret olma haydak ütülüktağıy, ahokayga oğra küçtağ, küçüge etәtçi var bu onlarda, onu tahanatın bu birin boğutarar oğra kön köres, onu bravolanı bilir John, Hatan ame teryer üter kommentируйдыр John nada var diyekka. Onu tahanattan kobra doğru ügesitten teryer bağlaq bolvaqtına kamus tayuk hoqaytdan bollun ame o эйге жаннарына болвaqtар. Ыгых в Казахстане, он особенный. Здесь он проходит совсем иначе. Здесь собрались совершенно уникальные ребята, организаторы, у которых раньше такого масштабного опыта проведения Ыгыха не было. Это полностью инициатива ребят, которые переехали в Казахстан. И хочу отметить то, что она проходит без государственной поддержки,
поддержки или какой-нибудь такой проправительственной организации, а только силами местных саха и под поддержку местных якутских компаний, таких как, например, Индайви или Майтона. Это крупные айтишные компании, которые поддерживают этот праздник, и еще малый бизнес. Многие якутяне, которые живут здесь, в Казахстане, имеют свой бизнес и развивают ее здесь, и поэтому все это проходит народной такой помощью и организацией. Поэтому и мне кажется, то, что ИГХ именно в Казахстане, он очень искренний, аутентичный и прям по-настоящему душевный. Мне есть чем сравнить, потому что когда мы жили в Москве, мы посетили московский ИГХ, он нам совершенно не понравился, не было вот такой душевности, аутентичности, все было на русском языке, хотя как бы гости, участники все в основном были саха, но все это проходило на русском языке. А здесь все напротив, мероприятие проходит на двух языках, на саха и на казахском. Они друг друга дополняют, и атмосфера совершенно другая. Основной частью празднования это является алгыс, благословение, когда мы поклоняемся, благодарим наших аи за то, чтобы они благословили нас, оберегали, и для них мы проводим обряды. Это обязательно арчилаген, когда обкуриваем специальные травы, и потом идут танцы. Это все как бы часть из самых древних таких традиций и обычаев, которые мы обязательно придерживаемся именно в самом начале. И любой саха старается приехать, успеть именно к самому началу, чтобы увидеть открытие и получить обряд алгыс. Для нашей семьи в этом году ИГХ случился особенным, потому что мы всей семьей приняли участие в организации этого праздника. Старший сын стал арылджитом алгышита. Это алгышит тот, кто проводит обряд. Он участвовал в танце, в ритуале и был одним из 9 парней, которые сопровождают алгышита. А мы с супругом организовали детскую зону, младшие дети тоже принимали участие, но об этом я еще подробно расскажу. А давайте сейчас посмотрим, как проходит у нас алгыс. Алгышита сопровождают арылджиттар, это 9 стерхов в виде девушек и 9 парней, юношей и журавлей. Это сакральные такие числа и количества, и алгышит начинает свой обряд именно с благословения, разжигает огонь, кормит духов земли и обращается к нашим высшим айи. Нечек күнім, үтіе қарақ тұрдан көрем.
Bitiyor baktığın istin. Yehem yürüttük. Ortadaydı aybıt. Üttülüm Allah'ım. Mene aydarın erellerden sanağım. Bugünkü atta bitememem künge. Алгызчит говорит особенные слова, просьбы о том, чтобы нас оберегали наши аи, разжигает огонь. Также используется тут сель, именно белого цвета, это волосы лошади, да, грубо говоря, вот так. И еще мы кормим духа обязательно оладушками и кымыз. Или, как и у казахов, тоже у нас есть кымыз, это кобылье молоко, специальный вот такой напиток, газированный, да, можно сказать. Вот так мы проводим обряд, кормим духов, просим у них благословения, и вот таким образом. Это очень, конечно, просто я рассказываю, на самом деле там очень много глубинных и очень важных этапов. После основных ритуалов, обрядов мы переходим к танцам, закрепляем это нашим традиционным хороводом, который называется гохай. Танцуем именно по движению солнца, потому что мы сахал поклоняемся к солнцу. Гэх обязательно состоит из приветствия, потом у нас основная часть, когда мы проводим алгыс, и, конечно же, агохай. Агохай поют и танцуют, могут танцевать вообще круглосуточно, нон-стоп. Это очень такой активный танец, и все, кстати, участники гэха, гости стараются одеться в национальную одежду, и на этом видео вот можно увидеть девушки, мужчины, все стараются разодеться в национальные наряды. Вот так проходит. И далее еще расскажу, что же было в этом нашем гэхе в Казахстане, потому что здесь, кстати, не только саха, здесь было очень много гостей, казахов, татаров, чувашев, были иностранцы, например, как ирландцы, американцы, очень такая большая такая аудитория пришла и поддерживает наш праздник. Из года в год все больше людей стараются к гэху шить новый наряд или же разодеться хорошенько именно в традиционные национальные одежды. Даже появилось такое слово, как гхчелла, как коачелла. И очень классно наблюдать, как люди готовиться к гэху, реально готовиться, как наши предки целый год. Мэт-гала отдыхает, кто во что гораст. Кстати, сами вот мы участники, каждый год, вот каждый человек, вот семья приезжает и украшает свой приоритет, свое место. Но мы в этом году, на самом деле, очень просто приехали, не подготовившись, не украшали, просто взяли наши тейбири и развесили салама. Но все равно это классно, то, что мы, будучи в эмиграции, живя
далеко от нашей родины, раз в год можем попасть в свое Тюрге, быть окруженными со своими земляками. Кстати, многие приезжают на отдых Алматы из других стран. Здесь, например, недавно были в Тюрге, приехали из ближайшей страны, например, из Кыргызстана, приезжают из Новосибирска, из Астаны, конечно, из других городов Казахстана, чтобы принять участие в этом ГЭХе. Кстати, ГЭХ проводится в самых разных странах. Проводят в Таиланде, я знаю, в Англии, в Японии, в Корее. В Америке, Америка очень большая страна, поэтому там в самых разных штатах ее проводят, в Канаде, во многих городах Европы, Азии, в Китае тоже очень масштабно отмечают их. В этом году было очень классно то, что приехали наши аджидер, наши старшие поколения, бабушки приехали специально на наш ГЭХ, чтобы провести свои обряды, научить нас, как танцевать агохай, как проводится алгыс, как ее нужно принимать, как стоять, что делать. Поэтому было еще лучше, чем предыдущие годы, и я слышала, что каждый, кто ходил, все говорят: так классно, мы как будто на деревенском ГЭХе, потому что деревенские ГЭХи особенные, самые душевные, и, конечно же, это было классно. Ол уу эбэ уай кинигер урха желенен риентен оннерден. Эбирелжин хузун мәксинген гыл болун үр үктен бро тахарын алырбыттар эбит. Олук бун салгыр бар, олук бун таптыр бар. Improvisator khusyuk dan bergerak antara waktu toleransi kita. В этом году мы с супругом, с семьей впервые за 3 года организовали именно детскую зону, чтобы дети прикоснулись к традициям нашего народа. Прошел вот такой классный концерт, дети читали лонгхо, стихи, танцевали, пели песни. Это было классно. Также я для детей именно организовала традиционные игры наших предков. Мне в этом очень помогла книга моей мамы и тети. Это дети просто в восторге прыгали, бегали. И вот это вот такие наши традиционные якутские игры. У нас мини такая олимпиада случилась. В это же время параллельно шли игры Дыгына, когда вот именно спортивные состязания для взрослых, для женщин и мужчин. Нашу зону детскую завершили агохаем. И агохай, кстати, нам записали из Якутска
дети, чтобы мы их включили. Детей мы тоже учим с самого детства танцевать и запевать охохой. И сейчас давайте перейдем именно к спортивным состязаниям. Это одно из самых зрелищных и обязательных частей празднования Гыха. Это значит алгыз, охохай, тоюк и, конечно же, спортивные игры. В прошлом году мы были на фестивале, но не участниками. Фестиваль этнофестиваль нам понравился. В этом году мы заявили о себе. У нас есть свой проект Татарстан Z, лейбл. Это творческий союз. Туда входят и певцы, и танцоры. Любое творчество будет поддержано. Пригласили поучаствовать с танцами на фестивале. Мы представили этнический тенгри танец кочевников, и также этно-башкирский, стилизованный башкирский танец, и выступили. Также нас попросили поучаствовать в открытии мероприятия. Я с удовольствием принял участие. Все мы один корень у нас тюркского происхождения, и наши танцы похожи на саха-танцы. Башкирские все элементы движения почти тоже повторяются, так же, как в ваших танцах. Так что мне это легко далось. Вообще все понравилось. Само мероприятие, само открытие. Понравилось, что мероприятия все дружелюбные, открытые, и что здесь много конкурсов, можно поучаствовать и реализовать себя. Исәнмесез, бүгенге зур бәйрәм белән, ихлах бәйрәме белән без татарлар яһудларны чын күңелебездән котлыйбыз. Бу бәйрәм Сабантуй бәйрәменә бик тә охшаш. Безнең культурабыз, мәдәниятебез бик тә охшаган. Шунлыктан без бүгенге бәйрәмгә бик куанып, бик теләп килдек. Чын күңелдән бәйрәм белән барыгызны да тәбрик итәбез. Без һәр вакыт сезнең белән бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. Үтө күннән һыгынан, мен атым Мирослав Бочкарев. Бу таңаһын буллаганна Черкашин обраха, мисс Новая Якутияга кәтәһҗибет обраха таңаһа. Так, мой сегодняшний образ, он немножко такой комбинированный. То есть изначально я взяла холодай, но под него я решила надеть белую юбку, чтобы такой контраст создавался. И также вот обычную рубашку себе подобрала. И для того, чтобы тоже сохранить всю историю с холодая, он сшит на заказ, в более таком современном формате. Соответственно, также я дополнила украшениями. Они не якутские, но тем не менее вот хотелось как-то замиксовать, чтобы это было поинтереснее. Но и также я, соответственно, все сохранила. Все вот есть. Здесь у меня какой-то другой металл. О, серебро дома лежит. Очень классно то, что можно справить свой национальный праздник в другой стране. Я уже как 2 года живу в Казахстане, и очень не хватает того, что вот в целом чего-то своего, своей культуры, еды даже вот банально. Вот. И очень круто то, что можно в другой стране справить свой праздник хотя бы раз в году. Менің есімім Ердәулет. Мен директор частный скорыйдың жедел жәрдемінің врачы дәрігермін. Бүгінгі таңда осындай қуанышты жерге келгеніме өте қуаныштымын, өте керемет болып жатыр. Бұндай яғни ұлттық мейрам, яғни мейрамға бірінші рет қатысуым болып жатыр. Бұндай мейрамға өмірімде алғаш рет қатысуым болып жатыр. Яғни өте керемет, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мен дәл осындай мероприятие, яғни осындай ойындарды, сауықтарды яғни дежурить еткеніме өте қуаныштымын. Көп-көп рахмет. Кстати, каждый год именно на наши соревнования приезжают принимать участие спортсмены Казахстана. Маст-рестлинг, многие, наверное, слышали, это уже становится международным таким состязанием. Мастардагита, перетягивание палки. И в этом году было классно. Были настоящие профессиональные спортсмены Казахстана и наши ребята, любители. И вот видите, как они все готовятся. Это очень серьезно было, феерично, красиво. Очень эмоционально. Мы Саха очень любим именно вот такие спортивные наши национальные состязания. Сейчас у нас, например, проходит спартакиада. Среди участников также были алтайцы, буряты, чуваши, татары,
Я сама очень люблю эти спортивные состязания, и мы находим вот все вот вы видите то, что все сидят на траве в круге и смотрят. Вот так же и в Якутии все это проходит, и тысячелетиями у нас вот так же проходили празднования Ыгэха. Тон отон афемден тох мен уруккаттан мулиманники жахажибут багаханабын толоромун аражери дамди. Акылы Виктория уон хулелебитен хем. Онна бу тухары 2-нче агыстылтан хагалан, ула хамы бите күн биттен хагалан. Күн бүгүнүгер дылы ахта ханы жибудum. Онна чахаддара арахата бем аражери күнден бу быйылгаттан хагалан мулиманник үйрөтеммин бу сустар бүтүүтэ тестава хагалабыппыт, холонан көрүүт эхирдерин хагалабыппыт. Онна бүгүн бу десин хеттекинигер алматыга официально билиманы карылар сүрөктелер күнмит. Онна бу якка. Тох булан, ото тох бии олла тох темле. Хака хириттен омук хиригер отунус пытты тенибит хака жанугаранаммыт аражие ден токуйдан оражылыт. Тоден биле хака хириттен көһөн бараңгын хака буларгынан билиманы кен туттарын күйрер эбит. Онна олланы хаддар билиманы хака тылын тагат якын багараган хака культуратын, хака серин томун тутуу якын багараган жаңгы хака жонун тугунан кепси якын багарар болар эбикпин. Ол олоттон хылтан мандык бу аражие терьерге ханамыт. Здравствуйте, я Джеймс, я играю на Хамусе, и год назад я был победителем конкурса Хамуса. В этом году я решил проводить этот конкурс, потому что никто не хотел это проводить на самом деле. Но я очень рад, что я так сделал. Там было 10 участников, и я думаю, что все впечатлен. Я играю на Хамусе, допустим, 5-6 лет. Первый раз видел этот инструмент в России, в Бурятии, на самом деле. Я купил там на Байкале маленький варган. Потом я начал играть чуть-чуть, а потом я нашел магазин варганов в Москве, называется Варган. В магазине я сказал, я хочу хороший, качественный варган. Они говорили, вот это Рабукин, это Саха-Хамус. Что такое Саха-Хамус? Потом я начал играть, и я понял, что это звук мощный, и это инструмент мощный. Я тогда понял, что такой инструмент. Меня зовут Ира Баранова. Я живу уже 3-й год в Алматы, и 3-й год как раз-таки снимаю цех в качестве фотографа. Вот. Фотография — это, в принципе, мой основной вид деятельности, и я поняла то, что я могу поучаствовать, быть частью такого большого масштабного довольно процесса, частью сообщества быть, за счет того, что я умею делать. Снимаю 3-й год, и я заметила то, что, в общем, если в прошлом году был такой более жесткий какой-то темп, структурированный, была такая сильная организация, плюс еще дождь, и это накладывало на тебя все равно какое-то такое напряжение. Вот. А в этом году было так все более расслаблено, спокойно, и ты как фотограф это чувствуешь, пытаешься передать это состояние как бы всех людей. Вот. Ну, как бы получилось очень камерно, прикольно. Вот. Надеюсь, что это будет заметно в фотографиях. Не только мне. Мен атын Эверстова Ани. Быйыл үһүс болла, үһүс организация. Быйыл булагана дизайнерлер кета үлеспидим, проект курдук. Фестиваль быйыл булагана не улары быта. Мадунаяр арт-директор быт Степа Петров. Тохтен токуйда быт. Идеялах келбите бухаз. Быйыл тох концепциятын күн ден оруха дейбите. Тоодетер күн тылын значениеты казахтарга, чуртарга, бараларга күнден. Ол күн утар мәлек тугунан фестивальден оңоруха дейбите, онна воркшоп оңоруха дейбите. Видеосвяхнын кепсәбите, күн рухидан дейбите, онна ол күнгә бәягыт эмоциялар гытын, воспоминаниялар гытын вкладывайдан, онна хайдах бары күнне мәлек образда рухидан дейбите.
Онтон өңүн эми олар пыпыт. Степа бейта ал эңгер уже хаян бербите. 2 палитра лахпыт. 2 палитра лахпыт. Бира влана фиолетовый. Ол фиолетовый күн тахсыта эңгер. Тине менде күн тахсытын өңүн тугун карткатын бу пылыктак. Он там пипет калан ол эңгер дахарыр. Возможно, видео получилось таким сумбурным, но я хотела обо всем немножко рассказать и показать, как мы с Аха отмечаем наш древний праздник Гых, где бы мы ни жили, где бы мы ни оказались, и таким образом передаем нашу культуру, наши традиции, наши знания новому поколению и рассказываем миру о себе. Спасибо большое за просмотр. Көрсе хадер.